Мы против ГОКа. Мы за природу. Уважаемый Владимир Владимирович, обращаются к вам жители деревни Буранголова Абдзивиловского района Республики Башкортостан. Дело в том, что ООО «Салаватская» планирует начать геолого-разведывательные работы вблизи от нашей деревни. На хребте Кырктытау, это хребет Уральских гор. Предполагаемый карьер находится в 10 километрах от нашей деревни, в 8 километрах от деревни Исхаково нашего района и в 10 километрах от санаторно-курортной зоны Яптыкуль. Мы, жители деревни Исхаково Абдзивиловского района Республики Башкортостан, против строительства карьера по добыче меди на истоке двух рек Большой Кизил и Малый Кизил, так как это единственный запас чистой питьевой воды для нашей деревни. Вдоль реки Большой Кизил расположено более 30 деревень, начиная с нашей деревни, которые используют воду этой реки. Пьет народ города Сибая. Также из реки Малый Кизил подпитывается более 15 деревень и город Магнитогорск. Вдоль реки Большой Кизил находятся наши пастбища и покосы деревень Исхакова и Бурангулова. Мы, жители деревни Буранголова Абдзивиловского района, категорически против строительства и геологоразведки ГОКа и РМК, который планирует строить карьер. Мы против этого строительства. Нам нужна чистая своя природа, чистый воздух в каком первозданном виде. И чтобы мы хотим оставить все это для своих детей, для своих потомков. Почему мы против разработки строительства карьера? Потому что там, где хотят построить карьер, ГОК, там берут сначала реки Большой Кизил и Малый Кизил. Я считаю, что это неприемлемо строить карьер, где начинаются реки, которые снабжают города Магнитогорск и Сибай. Весь Абдзивиловский район. Воду Большого Кизила пьют жители нашего района и города Сибай, который находится в 60 километрах от нашего района. А воду Малого Кизила пьют жители города Магнитогорска Челябинской области. Это стратегически важный город с населением 400 тысяч человек. В санаторно-курортной зоне Яптыкуль заняты в сфере обслуживания 10 тысяч человек. Если карьер будет загрязнять воду, а рядом там 3 уникальных озера, то санаторий потеряет свою привлекательность, и люди не будут туда приезжать отдыхать. Здесь у всех есть своя работа, все так или иначе в курортном бизнесе задействованы. Вот этот карьер, он никому не нужен. Сейчас все здесь будет перевернуто вверх ногами. Многие потеряют свой бизнес, работу, да. Там санаторий, там лагерь. То, что они устроят 1000 человек, а 10 тысяч потеряют работу, это кому это надо? В месте, где планируется строительство, берет начало река Кизилка, и она разветвляется в 2 стороны. Это уникальное природное явление, которое называется бифуркацией. Мы уже знаем все географические названия, даже выучили. Также дело в том, что на хребте Уральских гор Кырктытау находятся уникальные краснокнижные виды фауны и флоры. Наша задача — сохранить все это. Мы требуем прекратить разработку, то есть геолого-разведывательной работы на хребте Кырктытау, потому что мы имеем право дышать свежим воздухом, пить чистую воду. Мы имеем право жить в окружающей чистой среде. Владимир Владимирович, пожалуйста, помогите нам. Вы наша последняя надежда.